Они толком-то ничего не знают, а вроде бы опыта много. Что тебя вот ёкнуло? Какой стрела Амура в тебя попал? Предпоследний проект был, это Чайхана-Васильчуки. Где-то частями лучше, чем в Европе. Внутренняя мотивация, она все за собой подтягивает. И ты идешь, работаешь, развиваешься, официант, потом администратор, потом менеджер, потом заместитель, потом управляющий, и бах, и уже владелец своего ресторана. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас очередной подкаст Хорика, где мы приглашаем экспертов ресторанного, гостиничного бизнеса. Наверное, вы, коллеги, друзья, слушатели, слышали о таких крупных брендах, российских брендов, как группа Новикова. Также вы слушали о группе Васильчиков, франшизы, которые уже в нескольких странах, более 100. Мы сегодня будем говорить с нашим гостем Даниилом. Добрый день. Добрый вечер. Даниил сейчас приехал к нам в Таджикистан, уже какое-то время работает, изучает наш рынок. Добро пожаловать. Даниил, чуть-чуть расскажите о себе, как вы начали, как вы к этому пришли. Расскажу пару слов, почему я сюда вообще прилетел. Здесь, в Таджикистане, в Душанбе, мы открываем ресторан Аркадия Новикова. То есть это ресторан-сыроварня. То есть на данный момент у нас Новиков Групп рассчитывает себе где-то около 260 ресторанов. Касаемо именно сыроварни, это франшиза, 40 плюс ресторанов по России, Ташкент, Ереван, Баку. Сейчас в Дубае идет строительство, и также идет строительство Тбилиси, Владивосток и мы. Почему вообще стоит к нам прийти в гости и почему сыроварня? То есть у нас в ресторане мы сами делаем сыр, то есть сыроварня полного цикла. И плюс к этому сами делаем, то есть десерты, хлеб. 80% продукции, то есть полностью мы изготавливаем сами, плюс фермерские продукты, и 20% это проверенные качественные поставщики. Первое заведение, которое вы можете рассказать, как вы к этому пришли, чтобы открыть первое заведение, и как вы себя увидели вот в этой качестве управляющего? Так, первое заведение, которое я открывал, это был ресторан «Крыша», город Пятигорск. Но я там в качестве менеджера работал. Потом, то есть было открытие, открыли, все классно, круто, успешно. И через там буквально месяц-два владельцы увидели во мне толк и перевели тоже в этом же холдинге, но на другой проект, опять открывать с нуля, но уже в качестве управленца. Это был ресторан быстрого питания New Burger. Прекрасно. Вы уже у нас, я как знаю, что вы уже год сюда приходите, уходите, изучаете наш рынок. Вы провели какой-то анализ нашего рынка? Есть ли для вас какие-то преграды или конкуренты на вашем сегменте? Ну, я здесь не год, я вот буквально 3-й месяц. Ну, разговор идет почти год об этом. Я думал, что вы уже давно этим занимаетесь. Ну да, такое ощущение уже, что я здесь уже как будто год нахожусь, да. 3-й месяц здесь нахожусь и занимаюсь именно открытием нашего проекта, именно сыроварней. Когда время было немножко, то есть куда-то ходил, кушал, да, пробовал. Вот, но пока полностью еще, то есть рынок, местный рынок, рестораны пока еще не понял. Вот вас пригласили в Таджикистан, вы говорите, мы скоро открываем сыроварню, это франшиза очень крупная, очень большая франшиза. Я был в Узбекистане, я знаю, я знаком деятельности Аркадия Новикова. Как получилось, что вы вошли вот в крупную такой холдинг? Угу. Так, я понял. Ну, именно в Новиков Групп. Новиков Групп. Что надо делать вот нашим слушателям, быть частью большой группы знаменитой франшизы? Я понял. Так, смотрите, ну, эта история, наверное, началась еще лет 8 назад. То есть я когда первый раз попал на тренинги Новиков Групп,
плюс познакомился на этих тренингах, на форумах с Аркадием Новиковым. И я поставил себе цель, задачу, то есть работать в этой компании. И получается, вот через 8 лет я к этому пришел. И до этого, то есть до Новиков Групп, была также небезызвестная компания, это Васильчики, Чайхана Васильчики ресторан. Новиков Групп – это одна такая территория, где многие мечтают быть. Что надо сделать вот простому обывателю, чтобы дойти до этой группы и быть частью этой большой команды? Сначала нужно начать. То есть начать, и понятно, что сразу управляющим никто не возьмет, тем более в такую большую компанию. То есть начать просто рядовым сотрудником, официантом, барменом и так далее. Потом это должно быть желание, стремление, должно быть мечта, да, либо цель. Также полное вовлечение и понимание, для чего ты делаешь это. И то есть... И это тебя не будет, так скажем, когда будут у тебя трудные моменты, то есть и по работе, и в жизни, вот именно вот эта вот большая цель и большая мечта, она не будет тебя сбивать с толку. То есть ты будешь идти потихонечку, преодолевая разные ситуации, кризисы, и дойдешь к своей цели, мечте. Вот на моем примере. Но это время. У кого-то получается быстро, у кого-то помедленней. У меня получилось вот в течение 8 лет. Вы говорили о карьерном росте. О каком карьерном росте вы говорите? От чего вы начинали? Вы говорите, что надо начинать от официанта и идти. Да. Вы можете там рассказать вкратце, как вы росли? Да, хорошо. Получается, когда учился в Москве, подрабатывал официантом. То есть, и вообще, в принципе, вот в этой сфере, да, если прям брать вот в общем, с самого вот начала, это около 15 лет, наверное, да. А если еще глубже копнуть, то есть лет с 14, наверное, я всегда думал о там своей кофейне, кафешке, бистрожке и так далее. То есть всегда тянуло именно вот в эту сферу. Вот, когда учился в Москве, подрабатывал официантом, и как-то меня вот вот эта сфера, она меня затянула. То есть общение с людьми, еда, атмосфера, как-то понравилось. И вот потихоньку, помаленьку, и уже вот лет 8 назад принял решение, что вот именно хочу... Большая цель – это свой ресторан, и то есть до большой цели тоже как чуть поменьше, но тоже огромная цель была вот попасть в Новиков Групп. И все, официант, потом официант, потом... То есть я почти в ресторанах проработал на всех позициях. И это официант, и это бармен, кассир, менеджер, кальянщик. Даже будучи уже работая управляющим, когда там у нас была запара или банкеты, даже на кухне помогал, то есть там на холодном цеху стоял, на пицце помогал. В общем, прошел все, так скажем, этапы. Вы сейчас до этого управляли рестораном Новиков? Нет, это первый ресторан Новиков Групп. То есть первый ресторан сыроварня, в котором сейчас я занимаюсь открытием и дальше управлением. А до этого вы участвовали в открытиях 15 ресторанов, вы говорите? Нет, вообще именно открытие с нуля, это было у меня 5 ресторанов. 5 ресторанов? Да. А какие вот самые интересные, вот что у вас вот запомнилось на всю жизнь, и какой момент, открыв какой ресторан, вот вы почувствовали, что это ваше? Ну, все рестораны по-своему хороши. Вот предпоследний проект был, это Чайхана Васильчики в городе Грозном. Очень большой, огромный проект. Там, если мы берем там основной зал, это 1500 квадратных метров, плюс еще летняя веранда 400-500, то есть около 2000 квадратных метров ресторан. Максимальная посадка там 500 человек. Если брать прям такую, знаете, как отдушину и как самый-самый любимый проект, в который вложил очень много сил, энергии, любви, души, всего, это ресторан премиум-сегмента «Моно», ресторан «Моно», город Нальчик. «Моно» тоже
Васильчики, да, наверное? Нет. Моно – это отдельно сам по себе, то есть моноконцепт, монопродукты, то есть просто отдельных других владельцев. То есть была задача сделать ресторан, когда, посещая его, чтобы гости чувствовали себя не в Нальчике, а как будто они либо в Москве, либо где-то там в Европе, в Сочи и так далее. Вы говорите, вы уже 3 месяца находитесь в Таджикистане, вы сейчас занимаетесь открытием, HR, можно сказать, собираете команду. В сравнении вот этими 4 проектами, которые вы открыли, вот сейчас говорите 5-й проект, имеется ли разница вот теме и то, что здесь? Есть ли здесь какие-то специфики, которые нету там? Вот легко ли здесь набрать команду или в других местах тоже так же сложности или легкость есть? Так, ну, по поводу персонала и линейного персонала, в принципе, везде всегда есть трудности с этим, но здесь прям мне показалось, что большие трудности. Вот, потому что я так понял, что ресторанная сфера не совсем популярна, во-первых. Во-вторых, у нас сейчас к нам идут, допустим, в официанты, это молодые люди, так скажем, поколение зумеров, которые хотят... То есть и именно вот здесь, в Душанбе, я это почувствовал, что самое важное, самое на первом месте – это деньги, зарплата. На что вы смотрите? Что главное вот у сотрудников? Если сотрудник приходит, первые 3, 4 или 5 критерий, которые вы точно ставите вот я понял. Свою точку зрения. Для меня самое главное – это чтобы кандидат, чтобы сотрудник подходил нам по ценностям. То есть я лучше возьму подходящего человека по ценности, чем профессионала, который по этим ценностям не подходит. То есть лучше взять классного, крутого парня, человека и научить его, нежели чем взять крутого специалиста, но потом его перевоспитывать. Это у вас корпоративный или это мой ваш взгляд, личный взгляд? Мой взгляд. А у вас есть какие-то стандарты в корпоративном? Именно по набору персонала? По набору по HR сотрудников? Именно по набору персонала стандартов нету. У вас нет никакого шаблона, вот есть или... Ну, имеется в виду... Какие критерии должен... Как должен... Нет, такого нет, просто... Ну, человек должен быть с опытом, человек должен быть презентабельной внешности и уметь разговаривать и коммуницировать с гостем. И также важно, чтобы был, так скажем, ген гостеприимства. Наша отрасль не популярна, и наши сотрудники, они очень трудно идут к этой работе. Почему? Вы уже, наверное, заметили, вы говорите, вы захотели в Кауфт, вы уже общаетесь с нашими специалистами, те, которые уже давно работают. Ценность официанта нету. У нас не ценят этот труд, пока не будут ценить, пока не будет, как я говорил, что изначально всегда говорил о том, что пока я, другой человек, чиновник или любой тот, который не позволит своему сыну, своему ребенку пойти работать официантом, у нас эта сфера не будет развиваться, потому что мы сами, лидеры мнений, не оцениваем. Также почему? Потому что для нас эта работа очень низкого стандарта. Мы, например, для нас, если скажут, идите работать, ну, дети мои учатся за границей, если скажут, папа, я пойду работать официантом, я скажу, давай, если у нас будут работать, мы говорим, зачем? Да. Понимаешь? Пока вот этот стереотип не исчезнет, у нас чуть будет трудновато. Но не знаю, как вот этот порог у вас перебороли. Есть ли у тебя какой-то... Так, ну смотрите, по поводу работы официанта и то, что она престижная или не престижная, это не только здесь, это и в России тоже так. Если мы возьмем, допустим, например, Европу, да, Италию, то чтобы прийти работать официантом, тебе сначала нужно учиться, получить образование 3-4 года, а потом уже идти работать официантом. Здесь
да, в России относится как бы как подработка, как несерьезная работа и так далее. В первую очередь это, то есть проблема в том, что сами люди, которые приходят на эту должность, они сами так относятся к ней. То есть мне кажется, это именно нужно вот эту проблему решить у себя в голове, и это первая очередь. То есть если ты сам себя так оцениваешь, то тебя гости тоже будут так тебя воспринимать. А если ты у себя в голове понял, что это не просто там какая-то подработка или непрестижная работа, а если ты к ней относишься ко всей серьезности, с уважением, с почетом и так далее, то автоматически тебя будут также воспринимать. Вот. Плюс у официанта какие плюсы, да? Это, то есть это ты целый день, да, находишься в коммуникации, то есть работа с гостем, да, и официант – это очень хороший психолог. Плюс у тебя каждый день живые деньги. Но мы это понимаем, то, что мы с тобой этим занимаемся. Но вопрос стоит то, что вот те, которые, у кого высокие самооценки, они не идут. Как сделать, чтобы эти люди пошли? Есть какие-то твоя точка зрения, твой взгляд, чтобы люди, те, которые с высоким самооценкой, критическим мышлением, чтобы пошли в эту сторону. Почему? Я об этом часто говорю, часто это в запись не берут. Вот, например, за границей те многие даже во власти сидящие чиновники, они где-то всегда начинали из фастфудов, из ресторанов, и они сейчас дошли до управления государства. Да, вот что вот у нас, как поднять ценность к этому труду? Исходя, наверное, будет странно, что там открывать, строить институты, делать, вводить должность официанта. Да, это странно будет. Это будет странно. Просто, опять же, повторюсь, то есть у человека, вот у этого человека, который приходит на должность официанта, вот самое главное у него должно быть вот это вот восприятие именно как ценности ценной работы и ценности. Вот есть мотивация внутренняя, есть мотивация внешняя, да. Внешняя мотивация – это обычно деньги. И вот когда человек с такой мотивацией, без разницы на какую работу, но тем более на официанта, да, это погоня за деньгами, за быстрыми деньгами и, в принципе, за деньгами. И ты, то есть, деньги получаешь, тратишь и опять. И ты в каком-то непонятном кругу. А если ты приходишь, работая официантом, но с внутренней мотивацией, а внутренняя мотивация это что? Это какая-то большая цель, да, там, допустим, принести вклад в ресторанную сферу или стать управляющим или открыть свой ресторан. То есть внутренняя мотивация. То, когда у тебя это есть внутренняя мотивация, ты не думаешь, что это престижно, не престижно, то она автоматически становится для тебя престижной работой. Автоматически у тебя зарабатываются те нужные деньги, которые тебе нужны, и которые ты бы заработал при внешней мотивации. То есть внутренняя мотивация, она все за собой подтягивает. И ты идешь, работаешь, развиваешься, официант, потом администратор, потом менеджер, потом заместитель, потом управляющий, и бах, и уже владелец своего ресторана. А для этого нужно обещать, должен быть какой-то карьерный рост. Я тоже об этом долго говорил, но еще есть, я думаю, что общество должен тоже ценить. Вот ты столкнулся с такой ситуацией, ты говорил, что я приехал, вот я уже 3 месяца здесь занимаюсь. У тебя есть какие-то планы? Ты же вот ранее говорил о том, что мы столкнулись с такой проблемой. Я не думал, что настолько разнятся, да, то, что здесь сейчас чуть-чуть труднее, да. Вот ты же в своей голове какие-то планы, разработки делаешь. Я думаю, что вот наш подкаст выйдет тогда как раз, как у тебя откроется. Есть какие-то планы, какую-то стратегию ты для себя изобрел для этого? Именно по набору персонала? По набору нет. Вот поменять взгляд официантов ценности. Я понял. Ну да, то есть у меня, так скажем,
и на практике это у меня, то есть это всегда. То я и на прошлых ресторанах это делал, и здесь это буду делать. То есть самое важное, нужно со своими ребятами объяснять и разговаривать. То есть самые простые, банальные вещи. Вот что бы ни было. Какие-то, либо там, я не знаю, там шаги сервиса, там, да, там предложить напиток на аперитив, да. Что за напиток? А что такое аперитив? А зачем его предлагать? А для чего? А чем это является? То есть нужно все раскладывать абсолютно по полочкам. Вот любую информацию, которую есть, нужно объяснять досконально. Мы сейчас... И для чего это делается? Извиняюсь, что я перебил. Мы сейчас уходим чуть-чуть в детали. Я говорю о том, что вот приходя вот здесь, ты столкнулся вот этой разницей, то, что ты видел какое-то время, и то ты считал, что это плинтус. Да. И приходя здесь удивленно, ты посмотрел и говоришь, что здесь еще есть проблемы. Да. Изучая, ты говорил о том, что ты ездил в Европу, изучая рынок, и ты вот ложишься, говоришь, я прихожу домой, ложусь спать и просыпаюсь. Да. Когда ложишься спать, о чем ты думаешь? Какую стратегию ты придумаешь, чтобы как-то мотивировать, чтобы поднялись ценность у команды твоей, то, которую ты набираешь? Какие у тебя вот есть, какая стратегию ты сейчас вписываешь в своем блокнотике? Я вижу, что у тебя есть блокнотик. Что я должен сделать, чтобы поднять ценность наших официантов? Потому что ты говорил, что они психологи, люди должны быть коммуникабельными. Ну вот я тоже начал объяснять, это вот оно в этом и заключается. То есть я смотрю, ребята, которые приходят на собеседование, да, они толком-то ничего не знают, а вроде бы опыта много. То есть я понимаю, что на других работах просто им ничего не объяснили и не рассказали. Просто сказали, вот, на тебе поднос, на, делай это, делай то. Ну, базовых каких-то вещей они не знают. А когда человек не знает базы, как он будет давать какой-то сервис, и как он будет... ну, это невозможно относиться как-то с какой-то... со взглядом, типа, что это ценная работа для меня, потому что он вообще не понимает, что в этой работе, что нужно делать и как нужно по-правильному. А когда вы там все, мы начнем больше времени уделять именно обучению персонала, больше времени обучению, развитию, то есть нужно уделять больше времени. Какая стратегия, чтобы поднять ценность сотрудников? Вот стратегия? Одна стратегия. Чем мотивирует? Например, я могу принести несколько примеров. Да. Вот вы скажете, что, ребята, если вы будете здесь работать, у нас это франшиза, есть 50 ресторанов, если вы здесь будете круто себя показывать, вы дальше пойдете в другие рестораны, для вас зеленый свет, и вы будете... правильно, тот раз, как ты заметил, у вас будет карьерный рост, вы можете дойти, надо будет меня обогнете. Да. Если на такие вопросы. Ну, самое главное, это получается обучение и развитие. Да. Обучение и развитие. И то есть за этим обучением и развитием стоит уже человек-профессионал, да, человек с опытом. И он уже может, допустим, вот он поработал там год, там 2 в сыроварне, да, он достиг уже, то есть получил много знаний, узнал много чего нового, опыт, и плюс это, то есть бренд, да, как ни крути, сыроварня, да, и Новиков Групп – это бренд. И вот это для него тоже должен быть ключевым, то есть если он чего-то хочет добиться в жизни, да, то есть нужно идти по шагам. И вот эта вот работа, которая сейчас работа официантом в сыроварне, ему даст большой плюс для достижения его дальнейших целей. То есть за его спиной уже будет классный, крутой, огромный наработанный опыт с классным, с крутым, да, узнаваемым именем. И ему уже дальше будет легче работать. Вот бывает, что встречаются люди, те, которые в нашем отрасли думают, что нету никого, нету мне сомнений, что те, которые знакомы Новиков Групп, думаю, что все знают про Новиков Групп. У меня вопрос такой, вот ты говорил, что у меня была мечта быть в части Новиков Групп. Какой момент ты понял, и что вот
что тебя вот ёкнуло, какой стрела Амура в тебя попал, и ты сказал, что я вот сюда хочу. Да. Что тебя туда повлекло? Какое качество? Получается, мы проходили тренинги, и у нас ежедневно менялись рестораны. То есть Аркадия Новикова были разные рестораны. Сегодня там был ресторан «Ваниль», на завтрашний день был ресторан «Недальний Восток» и так далее. И постоянно заходя, выходя, находясь в этих ресторанах, я вот так сидел, по сторонам смотрел. Мне нравилось абсолютно все. То есть атмосфера, дизайн, еда, запахи. Ну, то есть абсолютно все. И как все продумано до мелочей. И также нравилась как сама фигура вот Аркадия Новикова, то есть сколько он внес в нашу вот в ресторанную сферу, сколько вложил времени и сил, и то есть, грубо говоря, с него уже началась новая ресторанная история в России. Вот, и это мне все прям как-то вот, как вы говорите, ёкнуло в сердце, и мне захотелось быть как-то в этой команде, что ли, то есть быть ближе к этому. Я тоже был в нескольких странах, в других странах, я также был в России, я бы не сказал бы, вот Москва – это центр, я был в ресторанах, да, хороших, дорогих ресторанах, там сервис очень классный, я бы сказал бы, где-то частями лучше, чем в Европе. Может, я в Европе даже был в ресторанах, где брали мишленовские звезды, Да. Мы занимаемся этим отраслью, мы последнее отдаем, чтобы у нас росло насмотренность. Да? Мы идем в те места, откуда что-то можно украсть, какие-то изюминки, какие-то части. Но Россия именно в части ресторанов, она не отстает, она, можно сказать, один из лидеров. Она не уступает даже Парижу. Ну, это мое субъективное мнение. И вы... Данила говорит о том, что мы там столкнулись с проблемами. Я думаю, ты говоришь о регионе, где ты вырос, но не про Москву. Именно про что? То, что мы сталкивались с проблемами кадрами. По персоналу? Персоналу. В Москве тоже? В Москве тоже такая же? Я просто не замечал. Наверное, из того, что я видел в других странах, я видел лучше. Лучше в России я видел лучше. Не знаю, это отрасль для ресторанный бизнес, она в России более такая. Я имею в виду проблема именно, то есть, ну, не в сервисе, а именно, в кадрах тоже. То есть тоже есть некий какой-то кадровый голод, и в Москве в том числе. Вот для меня, я часто думаю, для меня Узбекистан, вот в Узбекистане нет кадрового голода. Почему? Потому что Узбекистан – это еда для них нормально. Те гостеприимство, вот именно статус официантов или как-то чуть поднялось. В последнее время я езжу в Ташкент, там в Самарканд, часто еду и вижу, проблемы с сервисом нету. В Узбекистане я думаю, что был тоже, да? Я был, да. Я думаю, что там... Они тоже я в Ташкент приехал, тоже очень сильно удивился. Там все-таки, большой, огромный город, и он мне даже напомнил немножко чем-то Москву. Вот. И плюс очень много ресторанов, чуть ли не на каждом углу, очень много российских рестораторов, которые туда зашли, очень много туристов. И поэтому я думаю, что рестораны и вообще вся эта сфера очень хорошо себя чувствует, и плюс к этому сотрудников тоже очень много, и приезжают, и уезжают, и с других стран, с других городов, в том числе и с России тоже туда приезжают работать. То есть там климат хороший, фрукты, овощи, цены вроде не такие прям дорогие, и условия хорошие, труда дают. То есть, как-то там развиваются ребята. Какое заведение здесь в Таджикистане тебе понравился? По атмосфере близком для меня это Дебобо. Вот. А по еде, по качеству ингредиентов это Искандер. Искандер. Да. Турецкая кухня. Да.
Да. Сторонник турецкой кухни. Нет, не сторонник, просто... Ну, любитель. Не, даже не любитель, просто... Ну, Искандер там стейки. Там, я там кушал что-то там, какой-то шашлык, овощи, пиде, еще что-то. То есть мне именно понравилось, то есть качество продукта. Качество продукта и вкус. А в каком ресторане тебе сервис понравился? Сервис? Ни в каком. Но надеюсь, что у тебя все получится. Были несколько проектов, громких проектов, открывали франшизы в Таджикистане. Российские эксперты приходили, громко заявляли о своих крутизны. Они здесь сказали, что поле не перепахано, мы здесь все перепашем и всем покажем, как работать. И в итоге все крутые рестораторы через несколько времени они остались, сказали, нет, здесь ничего не получится, и уйдут. Часто и наши коллеги, те, которые занимаются ресторанным бизнесом или не рестораном, линейные сотрудники нашего бизнеса, часто тоже смотрят после этих факапов недоверие. Какие вы вот эти вещи изучали и что вы предлагаете, что это вот гарантия, что вот этот человек или тот, который придет, он не останется таким же, такое же положение от тех франшиз, которые пришли? Так, я просто не знаю, что было до меня и что происходило там и что за проекты. Вот. Если говорить просто о нашем проекте и о командообразовании и так далее и тому подобное, так, но для сотрудников, да, вообще, в целом, Да, то есть, да. давайте, наверное, так вопрос. Для поваров, например. Именно для поваров или вообще просто для сотрудников? Ну, я сейчас локально про поваров говорю. Вы можете, в общем, для сотрудников своей корпоративной, рассказать, прорекламировать, что у вас есть такое, чтобы люди к вам тянулись. Так, это именно не корпоративно, а именно тоже, то есть моя модель, в первую очередь... Так, для наших сотрудников мы должны создавать, то есть, комфортные условия труда. Если мы хотим, если наша цель, то есть счастливый и довольный гость, то наши внутренние гости, то есть это сотрудники, да, есть внешний гость, есть внутренний гость. То есть внешний это гости, которые приходят нам кушать, а внутренний гость это наши сотрудники. И то есть если мы хотим, чтобы наши внешние гости, которые приходят нам в ресторан, были счастливы, у нас должны быть счастливы наши сотрудники, внутренние гости. То есть знак равно между ними. Дальше, то есть мы должны закрывать базовые потребности наших сотрудников. Это, допустим, вот пирамида Маслоу, знаете, там, то есть идет база, да, то есть покушать, поспать, потом там потребность безопасности, потом там потребность в признании и выше, выше, выше. И то есть чем больше мы закрываем этих потребностей, тем больше человек реализуется. То есть человеку должен быть накормлен, он должен чувствовать себя комфортно, безопасно, и у него должна быть, то есть, реализация. Его должны поддерживать, ему должны помогать, то есть давать все ресурсы, обучать, развивать, хвалить. Ему должно быть интересно, то есть должна быть мотивация и внешняя, должна быть мотивация и внутренняя, то есть материальная, нематериальная. Тогда, я думаю, нашим сотрудникам будет интересно работать с нами и в нашей команде. То есть у меня также по сотрудникам есть такое, как ключевое правило, когда мы запускаемся, через месяц-два я всем сотрудникам раздаю листы А4 и прошу, то есть от них обратную связь, что им нравится в ресторане, что не нравится, что можно улучшить. То есть в таком плане русле. И потом, когда, то есть это крутой инструмент, потому что мы, когда вот занимаемся открытием, куда-то бежим, гонимся, и бывает какие-то вещи или забываем сделать, или не успеваем, или еще какие-то ряды причин.
Вот. А сотрудники твои, которые каждый день работают и сталкиваются с проблемами, которые для них важны проблемы, то есть для тебя, может быть, это не важно, а для сотрудника важно, и это влияет на его работоспособность и, в принципе, на лояльность к бренду. Вот, допустим, примеры, да, я там собираю, смотрю, там, да, девочки пишут, повесьте, пожалуйста, в наше гардеробное зеркало. Но это же не трудно сделать, а это их реально заботит. То есть нету зеркала у девочек, чтобы накраситься, там губы, они выходят и в зал, и там красятся. То есть, не во время работы, а до работы. А во время работы уже нету у них возможности подкраситься, да. И то есть, казалось бы, мелочь, нету зеркала, но это прям супер круто влияет на работу. И вот таких очень много. То есть мало вешалок, негде хранить обувь, там невкусный став, или там, питание, став питания, или питание там, то есть не 3 раза в день, а 2 раза в день, а вечером там есть недоедающие. Вот очень много всего, которые, вот они вроде простые вещи, но я вот как говорил по пирамиде, да, вот эта база не закрывается, и уже человеку некомфортно работать. Самое главное – создать комфортную среду. Я знаю, что вы, приходя очень большой отбор, вступили в крутую команду, и у вас есть собственная точка зрения, есть корпоративные вещи, чтобы наши зрители, наши друзья, наши коллеги что-то там о себе сами тоже выучили, узнали нового. Мы всегда говорим, интересуемся мнениями наших гостей, о их точке зрения, как сделать. Мы должны это признать. Вы знаете, что туризм основной опора стоит, это гостеприимство, сервис. Из-за этого я вас такие вопросы задаю, которые глубоко уходят, как это можно сделать, да? Мы говорили, мы с вами уже... У меня есть такой вопрос, мы до этого говорили, что у нас подкаст свободный, мы можем на любую тему говорить. Вы занимаетесь ресторанным бизнесом, но до этого вы чем занимались? Вы или всю жизнь работали в ресторанном бизнесе? Так, Если можно, чуть-чуть о себе расскажите, о своей, чтобы больше наши зрители узнали о вас лично, как личность, а не как ресторатор, а как человек. О себе. Я сам родом из города Ессентуки, вот, город-курорт, водичка, Ессентуки 4. Там закончил, получил среднее образование, потом учился, то есть в Ессентуках, потом там закрывал институт, потом переводился, потом Пятигорск, потом еще. В итоге уже доучивался, то есть я в Москве. Работаю с 14 лет. То есть и много где поработал. Я и краску варил, и на заводе минеральных вод работал, охранником работал в ночных клубах, и в аппаратах, такие игровые аппараты были на то время популярны, знаете, денежку вставляешь и нажимаешь. Вот. И то есть, поработал много где и в разных сферах. И ведущим караоке работал, и пиар-менеджером работал, опыт огромный. Вот. Но остановился, видите, все-таки на ресторанной сфере. Готовить любите? Готовить, да. Готовить люблю, не люблю убирать за собой, когда я приготовил уже. Но вы можете сказать, что вокруг меня не любят готовить, да? Готовить люблю, да. Убирать не люблю за собой. Какое ваше любимое блюдо? Ой, да так трудно даже сказать. Знаете, я вообще сам по себе такой, то есть мне что дашь, я то поем. Нет таких каких-то особых пожеланий или еще что-то. Нравится что? Фобо. Фобо нравится суп. Фобо. А что вы готовите, вот ваше коронное блюдо? Приготовить суп, пюре грибной, пасту. И что еще там было у нас? Шакшуку. У вас семья, дети? Нет, холост, не женат, детей нет. Пока что. Кому-то повезет. Надеюсь. Может, даже из Таджикистана. Мы вас, если вас вообще пропишем здесь. Да. Нам специалисты нашей отрасли много нужны. Хорошо. Не помешает. Вот
мы говорим о гостеприимстве. Да. Я часто ездил по городам тоже, был в Узбекистане. Я видел ваши рестораны в России, в Москве. Я, можно сказать, давно. Ездил я давно, уже знаком проектами Новикова, группа братьями Васильчиками. Я помню даже их, то, что они первый чайхану, который открывали. Но я всегда думал, насколько вот чайхана будет популярна в России. Сейчас даже не могу дать оценок, но чайхана, я так думаю, очень много открылось. Не знаю, я уже давно не бываю в России. Как там состоит рынок чайханы сейчас? Насколько рынок сейчас захватил чайханская тема? Вы имеете в виду именно вот бренд, Сегмент. именно Васильчуки чайхана, или как это? Не, вообще чайхана. Как сегмент как кафе, да? Как концепция. Да. Как концепция чайхана. Ой, ну да, в Москве довольно чуть ли не на каждом метро чайхана. Вот у Новиков групп тоже есть такие сегменты, как я знаю, сейчас Лали, по-моему, открыли, они тоже в Ташкенте открыли. Да. Это в Узбекистане открыли. Такие же чайханы есть в России или это первые? Это первое. По поводу именно чайханы, таких прям ярких представителей, это вот чайхана Васильчуки и чайхана Тимура Ланского, да. То есть изначально они вместе открывались, и потом они разделились, и то есть Тимур Ланский ушел именно в сугубо направление востока, именно чайхана, а братья Васильчуки, они уже, то есть, в сторону Европы ушли. То есть там уже не только блюда Востока и так далее, там европейка, японка, то есть на любой вкус. Мы ушли в Россию, мы сейчас, может, вернемся в Таджикистан. Когда вы, заходя в Таджикистан в рынок, какую-то аналитику проводили, или это было желание нескольких людей, или был глубокий анализ? И как, если можно, поделитесь с нашими зрителями, нашими вот коллегами, как примерно проходит в вашей группе аналитика? На этот вопрос не смогу ответить, потому что, ну, то есть не сфера именно моей деятельности. То есть я именно вот аналитика и так далее этим не занимался. То есть уже здесь приобрели франшизу, здесь уже начали ее строительство, и то есть меня взяли как именно управленца, чтобы я уже занимался, как, так скажем, достраивал, управлял и развивал. То есть вот этим перед этим не занимался. А у вас аналитикой вашей компании занимаются? Я думаю, да. И вы не сталкивались с этим? Я не сталкивался. Мы хотели какие-то лайфхаки от аналитиков услышать. Не могу ответить, не могу. Вы этим не сталкивались? Да, вы занимаетесь HR, ставите работу и как правильно вот дальше вести, следить за сервисом. Да. Еще один. Да. Вы подняли вопрос про зумеров. Да. Хорошо. Действительно ли вот вся шумиха вокруг них о том, что они хотят работать, без опыта хотят много денег, приходят на работу, не любят дорабатывать, там, перерабатывать, я имею в виду. С этим очень тяжело бороться, ну, в общем, сотрудничать с такими людьми бизнесу становится тяжело, потому что бизнес не стоит сейчас во главе интересов, например. Рахим, наверное, и вы, наверное, вы умрете за бизнес. А такие люди, такие work-life balance. Как с этими людьми работать? Потому что я тоже с таким сталкиваюсь в реальной жизни. Я понял. Так, ну смотрите, вот у этих ребят есть там некие критерии, да? То есть они очень сильно отстаивают свои границы. Первое, да. Второе, что если мы когда, допустим, говорим о ресторане, там, об учении и так далее, то есть для них важен интерес. То есть нужно вызвать интерес у этих ребят к данной работе. Допустим, вот просто даешь им там лист А4, где написано там чек-листы, стандарты, просто так, но это уже не работает. То есть для них больше работает, наверное, гейматификация, да, и все, чтобы было вот здесь в телефоне. Они уже выросли в телефоне в руках, да, и чтобы было, то есть, интересно и удобно. Они постоянно в телефоне, ты просто берешь свои обучающие материалы, их немножко переделываешь, картинки, видео и так далее, даешь им. И им это интересно, и они начинают это изучать и туда, то есть, так сказать, вовлекаться.
То есть нужно, так скажем, под них не то чтобы подстроиться, а дать им возможность, наверное, то есть найти правильный подход к ним, в общем. Нужен правильный подход к ним. Вот то, что я сказал, то есть нужно вызвать интерес, нужно, чтобы было комфортно, не нарушать границы и удобное обучение. То есть, это такие вот плюс-минус. У нас есть, сейчас есть такая тенденция, мы уже давно сталкиваемся в нашей отрасли. У нас часто бывает, у нас растут цены. Как вы боретесь с растущими ценами? Как надо к этому подойти? Растут цены на продукты, на продукты, на себестоимость. Так, сначала, нужно сделать анализ, понять, на что растет и какие именно это блюда. Потом делаем анализ, то есть АБЦ-анализ в ресторане, по продажам. Допустим, если у нас есть топ-продаж там категории А, там, допустим, спагетти, болонезе, я не знаю, или там пицца с цыпленком, и она у нас продается, то есть и хорошо продается, и на нее хорошая маржа, и в принципе она вообще популярна. И если на нее, допустим, поднимается себестоимость, но я вижу, что за счет хорошей оборотки я могу себе позволить не поднимать цену, я не буду поднимать. То есть это нужно подходить именно, знаете, не так сразу, цены поднялись, все меню повышаем там на 20%, цены поднялись на 20%, меню повышаем на 40%. Нет, нужно это, то есть подходить именно точечно ко всему, именно смотреть, то есть что хорошо продается, что плохо, где большая маржа, где маленькая маржа, где хорошая себестоимость, хорошая наценка, где маленькая наценка. То есть полностью все проанализировать и потом уже думать, что дальше с этим делать. У нас цены сезонно растут и спадают. А у вас то, что в ваших франшизах есть сезонное меню, или вы оставляете что-то, чего-то компенсирует? Знаете, как есть просто по сезонам обновление меню. То есть, каждый сезон вы обновляете новое меню. Да. То есть есть какая-то база, и есть какое-то обновление. И примерно ваш сезон как часто меняется? В год? Летом 2 раза или 4 раза, как обычно? Так, если честно, прям 100% не смогу ответить на этот вопрос. Но я думаю, что осень-зима, весна-лето. То есть... Вы сейчас вы говорили, что люди купили здесь франшизы, мы начали работать. Вы привозите своих технологов, как я понял. Технологов? Кухни. Вы имеете в виду, кто делал проект кухни или как? Нет, технологи, те, которые готовят еду. Бренд-шефа, те, которые занимаются едой, повара. Я понял, да. Нет, получается, у нас наш шеф-повар, он большую часть времени проработал тоже в Москве в классных знаковых проектах, и его пригласили сюда. То есть именно шеф-повар. А остальные ребята там су-шефы, бригадиры, они либо отсюда, с Душанбе, либо там, по-моему, кто-то есть, то ли с Худжанда, то ли из Ташкента, если я не ошибаюсь. Мы говорили о сыре. Вы говорили, что у нас уникальный рецепт. Да. Если вы можете чуть-чуть приоткрыть... Да, расскажу. Занавес этого сыра. И как она готовится, и кто его будет здесь готовить. Да, у нас, получается, есть свой шеф-сыровар, своя сыроварня полного цикла в ресторане. У нас, получается, наша основа – это молодые сыры, бурата, моцарелла, стрacciatella, скаморца и рикотта. Каждое утро мы их готовим. Также у нас есть в ресторане лавка, где продаются сыры и продаются кондитерские изделия. Эти сыры у нас хранятся всего, то есть 2-3 суток. Если мы берем с собой, то 3, если на лавке, то 2 суток. Каждый день новый. И что на лавке мы не успели продать, то есть, но есть еще, то есть сутки, мы просто запускаем себе их в готовку, отдаем на кухню.
Вот. Все свежие люди, а? Да, все свежее людям, конечно. Вы говорите, моя мечта, большая мечта, открыть свой большой проект, сделать свой ресторан, быть не в команде, но быть хозяином огромной команды. Каждый там солдат хочет быть генералом. Да. Какие действия ваше какое-то время вы проходите, какие действия мы должны сделать? Вот каждый из нас, те, которые смотрят, тоже думают, что этим интересуются. Вы видели, вы нашли какие-то действия? Вы сейчас... Действия, чтобы открыть свой ресторан? Да, быть лидером, открыть ресторан. Должны мы делать? Какие действия мы должны сотворить? Чтобы открыть ресторан? Да. Что, ну, опять же, это должна быть мечта, цель, да, к которой мы идем. Ну, если взять просто, у тебя должны быть деньги, у тебя должны быть деньги, и у тебя должна быть идея и концепция. То есть ты должен быть ей пронизан полностью, да. Какой ты хочешь ресторан, как он должен называться, что там у тебя, что будете готовить, какие твои гости. То есть, ну, полностью готовая концепция твоего ресторана в голове. И каждый день с этим проживая. Вот. А действия какие? Ну, нужны деньги, либо нужен инвестор. Вот смотрите, вы приехали в Таджикистан. Это был ваш выбор или вас назначили? У вас как система ставится? Как получилось, да? Да, как получилось, что вам сказали, вот, иди в Таджикистан. Ну, то есть, меня нашли в HeadHunter, предложили работу, собеседование, то есть здесь с местными владельцами. Потом было, по-моему, 3 этапа собеседований, это с Москвой уже. И все, Москва меня одобрила, здесь меня одобрили, договорились. Прилетел сначала в Ташкент, посмотрел сыроварню, потом прилетел сюда, побыл плюс-минус месяц, потом улетел в Москву, так скажем, стажировка обучения, но там именно больше внедрение в концепт именно сыроварни. Прилетел обратно и все, занимаюсь сейчас открытием, управлением. У нас сейчас интересуются те, которые вот в вашей группе заходят, они будут ли ехать в другие страны, другие вот сыроварни, чтобы повышать квалификацию, или приедут ли из других стран именно те люди, эксперты своего направления, пекари, там, десертники, там, повара. Ну, получается, наши ребята, вот менеджеры, они со мной в Москву ездили на обучение, касаемо кухни, шеф, сушефы, шеф-сыровар, шеф-кондитер, бригадиры, они все ездили на обучение в Ташкент. Плюс, когда мы будем открываться, к нам приедет на 2 недели команда открытия из Москвы, то есть все топовый персонал к нам приедет, то есть бренд-шеф, операционный директор, там территориальный управляющий, отдел АТО, административно-технический отдел, также тренинг-менеджеры, то есть все приедут за 2 недели помогать открывать ресторан. Вот у нас сейчас интересуется, мы тоже, у нас само слово франшиза, это для нас это новое, многие у нас интересуются, как работает франшиза само. Вот про франшизу можете коротко рассказать, как она работает и вот. Нам дается абсолютно полностью, то есть, как сказать, готовый виртуальный ресторан. То есть абсолютно вся документация, брендбук, сервисбук, там техкарты, да, то есть все нам предоставляют. Дизайн-проект. Просто нам нужно следовать этим всем, выполнять и согласовывать, и все. 3 месяца здесь, я думаю, что вы изучаете наш рынок, наши рестораны. Здесь вот вы ходите по ресторанам, там смотрите, у вас есть свою насмотренность в других странах, вы работали, вы сказали, что вы были в Узбекистане, изучали рынок. Немножко вы приехали сюда, изучаете наш рынок.
вы примерно видите в наших ресторанах кого-нибудь, тот, который ближе к вашему сегменту? К нашему сегменту, к сыроварне? К сырованию. Так, ну, может быть, там вот Астарио Марио есть, там итальянская кухня. Вот. Все, наверное. У вас пиццы будут? Да, пицца будут. Пицца будет. Неаполитанская настоящая пицца с леопардовыми бортами, с такими пышными. Самый простой состав, и который именно состав настоящей итальянской пиццы. Да? Это оливковое масло, это мука, соль, вода. Все. Даниил, у меня такой вопрос. Я обычно всем гостям, те, которые приехали к нам, я задаю. Был момент, когда вам сказали, вы к HeadHunter, вы сказали, что меня нашли, и вам предложили Таджикистан. Ваши представления о Таджикистане, первые впечатления, когда вы сюда приехали, можете вкратце рассказать? Могу. Ну, представления были такие какие-то, знаете, как сказать, не ожидал такого, прилетев в Таджикистан, не ожидал, что именно город, да, развивающийся, там везде ходишь, везде высотки смотришь. То есть представления немножко были другие. Я думал, там какие-то маленькие улочки, маленькие дома, кругом там, может, там рынки, не рынки. Ну, то есть какое-то вот представление в голове было такое. Когда прилетел, походил, погулял, ну, удивился. Как наши гостеприимства? Хорошо. Какие вот вы здесь были уже, вы пробовали я надеюсь, что вы уже пробовали нашу национальную кухню. Да, кушал. Что бы вы для себя оставили на память и, приходя к себе, с близким бы этот приготовили бы? Какое блюдо, которое сделала ваш? Ну, я особо много ничего не попробовал. Попробовал плов, попробовал крутоп, попробовал фати шурпо. Вот. Ну и самса, конечно. А также мне нравится то, что я вот с детства люблю пить зеленый чай с лимоном. И здесь на каждом углу ты можешь попить зеленый чай с лимоном. У нас как чай? Вкусный? Вкусный, хороший, но без лимона. Ну, мы привыкли много пить чая, даже в тепле пьем чай. Самое, что чуть ли не каждый день я кушаю, это плов. Вы бы вот чтобы хотели бы забрать с собой и кого-то удивить, вот что-то вот такое необычное. Я думаю, что плов, везде плов. Да. Вы плов до этого ели. Я просто вот для вас необычно и вкусно, неожиданно. Необычно, вкусно, неожиданно, но еще не попробовал, не знаю. Такого еще для меня не было. О нас мало кто знает. В Таджикистане, можно сказать, в информационном поле очень закрыто. Мало там информации в России, также мало информации по миру. Надеюсь, что будете приходить, вас будут видеть ваши друзья. Надеюсь, вы будете рекомендовать нашу страну, наш город. Для посещения, да? Да, конечно. Если вы 3 месяца уже здесь, я надеюсь, что вы увидели наши горы. В горы не ездил. Не видел? В горы не ездил, вот когда гулял со стороны, да, видел, а так к горам не ездил. Некогда, времени нету еще. Ладно, приглашаю, между прочим. Спасибо, хорошо, спасибо. Ваши впечатления? О Душанбе? Да. Впечатления, но яркие впечатления. Я же говорю, удивился. То, что кругом одни высотки. Очень много такси. Это вообще я был в шоке. На каждом углу, на каждом этом такси. В целом город нормально, окей. Люди открытые, доброжелательные, всегда помогут, подскажут. То есть почти все говорят на русском. У нас есть традиция в нашей программе, у нас есть такая традиция всегда. От гостей мы всегда просим какой-нибудь сувенир или подарок для наших слушателей, подписчиков, те, которые слушают нас в
платформах, подкастах, также для слушателей нашего подкаста на YouTube. Что бы вы могли бы подарить и за что вы могли бы этот подарок дать и что вы могли бы подарить? Получается, я буду обучать ребят, то есть это линейный персонал, это официанты и менеджеры, но уже не линейные, официанты, менеджеры, хостесы, то есть весь зал буду обучать я, плюс будут, вот как я говорил ранее, до команды открытия приедет, которая будет заниматься тоже обучением, плюс очень много материала для тоже саморазвития, для обучения. То есть с этим все в порядке. Также, и будет возможность потом, уже дальше, когда мы откроемся, я думаю, то есть ребята, которые смогут поехать в Ташкент, если захотят, так, грубо говоря, сделать обмен опытом, в Москву и любые другие рестораны в других городах и странах. Думаю, будет возможно это. У вас возможность есть такой же, вы можете задавать какие-нибудь вопросы, которые у вас, вы можете в любое время обращаться к нам, мы тоже в этом отрасли долго работаем, если есть у вас вопросы, мы всегда открыты, если чем можем, будем помогать. Надеюсь, у нас все получится, у вас все получится. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы поднимемся еще на одну лестницу выше в сфере хорики вашим приходом. Почему? Потому что каждая крупная компания, когда заходит, это еще один шаг о том, что мы развиваемся. У нас, благо вот город сейчас, инфраструктуры, они вот, как вы сейчас оценили, очень высокие. Надеюсь, что нас будут поддерживать государство, что мы дальше будем развиваться. Благодарю вас, что вы свое ценное время не пожалели и пришли к наш подкаст. Вы можете дать нам какие-то пожелания, если хотите, есть у вас какие-то вопросы, вы можете задать к нам, как человек тот, который тоже недалек от этой отрасли. Я могу вам ответить. Хочу выразить благодарность вам, вашей команде. И вы делаете большое дело, то есть вот этими подкастами, да, помогаете ребятам, владельцам, рестораторам, предпринимателям и так далее, то есть развиваться, и сами развиваете эту нашу сферу. Вы большие молодцы, спасибо вам за это. Я надеюсь, что вы будете следить за нами. Мы в этом деле в медиа, я как ранее говорил, что мы еще новички. Надеемся, что у нас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Рад был знакомству. Взаимно. Спасибо большое.